нашей стороны это борьба, а со стороны курорта и Сокота это, я другого слова не назову, разбазаривание государственной земли. Есть водомеры, они просто-напросто занялись вандализмом, они их вскрыли и всю эту воду направили в неизвестное направление. Помогите, пожалуйста, детскому дому. На протяжении уже 20 с лишним лет у нас не заканчиваются судебные тяжбы по имуществу нашего детского дома. Детский дом Мирим Булагы существует уже практически с 1998 года. В 2003 году нас одарил УСО «Бутвейто», который в свое время на праве пользования имел этот земельный участок. Земельный участок, вот сейчас вот здесь вот мы спустились, это под домиками, и земельный участок на праве пользования под скважинами. В 2003 году, когда мы зарегистрировали право в госрегистре, как положено, мы должны были получить Красную книгу на 49 соток и на 5,41 право временного пользования. Но, однако, госрегистр тогда выдал Красную книгу, отказал нам выдать, ну, скажем так, в просторечии, да, зеленую книгу. В 2005 году был подан иск в межрайонный, тогда это был межрайонный, сейчас административный, межрайонный суд Чуйской области. Инициатором, истцом был ФПК, Федерация профсоюзов, где они оспаривали наши все правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. То есть в полном объеме хотели лишить нас вообще права. Первая инстанция в 2005 году удовлетворила иск. Вторая инстанция Бишкекский городской осталась в силе. И Верховный суд 8 июня 2006 года тоже оставил в силе эти акты. И буквально через несколько дней юрийская Айлюкмету выносит административный акт. Это постановление 119 от 26 июля 2006 года, где курорту Сокота предоставляется земля на праве частной собственности 20 гектар, 20,06 гектар, и на праве пользования 1159. То есть, получив правоустанавливающие документы, уже началась с нашей стороны это борьба, а со стороны курорта и Сокота это, я другого слова не назову, разбазаривание государственной земли. То есть направо и налево раздавалась земля. В 2007 году мы обратились в Сокотинский районный суд, где устанавливали юридический факт, что Кыргызсовет-курорт имел право распоряжаться этим имуществом. В 2007 году вынесено было решение, и уже в 2008 году Верховный суд оставил эти решения в силе. То есть это нам явилось основанием подать по вновь открывшимся обстоятельствам в межрайонный суд, чтобы отменить тот акт, который изъял нам наше право, да, изъял наши участки. То есть уже после этой процедуры по закону о местном самоуправлении, по земельному кодексу и вообще Конституции Кыргызской Республики, то есть органы на местах, а это Айлюкмету, должен был просто-напросто привести это все в первоначальное положение. Но, однако, это сделано не было. И по причине до сегодняшнего дня у нас эта проблема. В 23 году мы обратились к президенту Кыргызской Республики. Копии отослали всем государственным органам, которые имели отношение прямое к этому. Обратились, и началась работа. Где-то получалось, где-то не могли никак довести, но как сейчас в практике получается, да, обращаемся в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура одним письмом отправляет в область, область отправляет в район, а район уже опять, как бы, мягко сказать, отписывается. То есть никаких результативных, скажем, действий проделано не было. Самым последним ударом на сегодняшний день это было 23 декабря ночью, это после полуночи, некие люди, у нас здесь есть водомеры, они просто-напросто занялись вандализмом, они их вскрыли и всю эту воду направили в неизвестное направление.
Когда мы начали разбираться, кто это, нам сказали, что это было указание нынешнего директора Кадыркулова. Он распоряжался якобы. Когда мы вышли на директора, директор нам сказал о том, что нет, я такого распоряжения не давал, это подрядчики. Сейчас эта проблема решается, потому что мы обратились еще в РОВД. Нельзя, скажем так, нарушать право детей путем взлома тех аппаратов, которые сделаны практически руководством этого детского дома. В конце 2023 года это дело поступает в УГГНБ Чувской области. Специалистом по этому делу был следователь Кангайтиев Бекболот, который несколько месяцев, у меня есть эти аудиозаписи, эти звонки на WhatsApp, где я постоянно систематически обращалась к нему, когда вы нас вызовете, когда мы будем устанавливать, что происходит, когда следствие будет идти в данном русле, в хорошем русле, да, он мне все время говорил: подождите, я то в суде, то я там занят или еще что-нибудь, то у него отчеты. И в оконцовке возмущает тот факт, что когда мы уже с присутствием генерального директора детского дома в апреле месяце, 15 апреля, мы приходим к нему в кабинет, и он мне с компьютера выносит бумагу, распечатал бумагу, и это оказалось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ни разу нас не вызвал. Какие документы ты собрал для того, чтобы было бы основание нам об отказе? Что ты сделал за это время? И почему, самое главное, почему я получаю это постановление от 7 января 2024 года только 15 апреля 2024. Уже 16 апреля я обратилась в прокуратуру Чувской области, это УПК, да, норма УПК. Я обратилась в вышестоящий орган, это в прокуратуру Чувской области, на это постановление незаконное. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы все эти 7 месяцев мы работаем тесно со специалистом прокуратуры Чувской области, где также слышу: подождите, сейчас мы вот это сделаем, сейчас мы вызовем главу, сейчас мы вызовем акима, сейчас мы это все сделаем и так далее, и так далее. И в оконцовке заканчивается тем, что в декабре месяце, опять уже в присутствии генерального директора, мы получаем бумагу на WhatsApp о том, что в действиях следователя Кангайтиева никаких противоправных не имеется там действий, поэтому вам правильно отказано. Он отправляет мне этот ответ в декабре от 7 мая 2024 года. У нас что, 7 месяцев почта идет? А кто страдает? Сөзбарда Карапаэль. Карапаэль страдают от непрофессионализма государственных органов. В декабре я получила письмо прокуратуры Чувской области, я сразу обратилась автоматически в Генеральную прокуратуру, где Генеральная прокуратура написала ответ мне, в данном случае отправила прокуратуру Чувской области, чтобы снова пересмотреть заявление, дать оценку и с участием личной встречи руководства прокуратуры Чувской области. То есть я так понимаю, что это самим прокурором области. Но, однако, мы встретились со специалистом, кому передали это дело, объяснили всю ситуацию. Конечно, такой разговор был непонятный. Он потом сказал, что он будет сначала изучить все документы, а потом уже вот грядущая неделя идет. Мы встретились с ним, уже с прокурором области. Мы это ждем. И я так думаю, что уже наконец-то здесь руководство все-таки услышит нас. Если курорт на основании тех документов, которые сейчас должны просто были изменены, должны быть внесения изменений, да, в это постановление, никто ничего не делает, и этим самым позволили всему руководству, а их за это время уже 3 поменялось, при мне лично 3 поменялось, да, они сейчас просто-напросто эту воду раскидывают куда хотят и как хотят. А при этом кто крайний? Это детский дом Мейрюм-Булагы. Согласно лицензии, выданной Департаментом геологии, действующей до 30 года у нас, мы имеем 2 скважины, это 6-я и 7-я. Остальными скважинами ведает курорт. То есть при наличии увеличения строений, которые должны обеспечиваться этой водой, естественно, увеличивается потребляемый объем воды. Тем не хватает
Надо у кого забрать? У крайних, у детского дома. Что и делается. Когда я писала заявление, жалобу в департамент и просила аннулировать лицензию на курорт, потому что там незаконно выдали тому человеку, который не является еще директором. То есть это была процедура такова. Османгазиев уже должен был покинуть эту должность. Курманалиев должен был встать. Приказа еще нет. И в этот кусочек Османгазиев, получается, заказывает эту лицензию. А при наличии судебных споров эта лицензия не должна была выдаваться. Это спор идет. Но при этом лицензию выдает уже на разработку. И получает ее не Османгазиев, а Курманалиев. Как вот я как не представитель детского дома буду распоряжаться правами и обязанностями детского дома, это же противозаконно, это преступление. Я иначе не назову, как преступление в геологии, да, это все произошло. То есть специалист отдает на руки. Что делается после этой разработки, после получения лицензии ими на 5 скважин? Они начинают, где надо отрезать, где надо добавлять. И даже есть одна ветка, которая обслуживает, я вот так покажу, обслуживает трубу, получается, не Юрьевского Алекмету, а совсем в другое русло ушло, где Курманалиев построил себе гостиницу. Кто будет проверять эти вещи? Скажите мне, пожалуйста. Никто не слышит. Я как бы здесь постоянно, беспрерывно. То есть я здесь училась, я окончила в городе, приезжала сюда, получается, на летнее время, на каникулы. И могу сказать, что у нас все время пытаются что-то отобрать. То есть вот эту землю, ту воду. И у нас особо, так сказать, покоя нету. Мама наша воспитала 157 детей. Это тоже нелегко, потому что в наше время воспитать даже 2-3 детей – это очень тяжелая работа. А она дала стольким детям образование, воспитание. Наши дети, они не являются там какими-то преступниками. Они все получили образование, многие женились, замуж вышли. И мы там просто просим, чтобы нас оставили в покое. Потому что наша мама нас воспитала без помощи государства. Если даже наши дети учились в каких-то вузах в нашей стране, они всегда оплачивали, мама всегда оплачивала контракты, не предоставлялись какие-либо скидки, льготы нашим детям. Да. То есть мы за счет того, что здесь сами работаем, оплачивали и кормим, и одеваемся. Поэтому вот просто хотели попросить, чтобы оставили нас в покое. У меня обращение к президенту Кыргызской республики. У меня обращение к главе ГКНБ. У меня обращение к генеральному прокурору Кыргызской республики. Если сегодня, на сегодняшний день решится 2 вопроса, я думаю, они поставят все точки над «и». Это затянувшееся до невозможности уголовное дело. Мы не уделяем время уже сейчас детям, как должны, да, образование также дать и так далее, да, воспитанию. Мы сейчас просто боремся за землю, которая находится в государственной собственности. Кто будет защищать эту государственную собственность? А оказывается, защищает государственную собственность детский дом Мейрим Булагы. Поэтому у меня к вам просьба. У нас сейчас уже готово письмо снова президенту Кыргызской республики, потому что когда в конце 23-го, в начале 24-го курорт Уссаката был отдан в управление делами президента, мы были так рады. Мы даже взмолились и сказали: слава Богу, будет порядок. Но однако все никак не получается. То есть до сих пор Фрейм и еще какие-то были созданы новые организации, предприятия, куда уходит опять-таки вода. То есть распределение воды, опять-таки, не подконтрольно. Контролируется только строение, и все. А куда идет вода и как она будет распределяться на всех пользователей, непонятно. Я одно хочу сказать, что сейчас не решением этого вопроса, курорт Уссаката до сих пор думает, что он собственник всей земли, он собственник этих скважин и может распределяться как хочет. Но, однако, у нас все от того, что отсутствие знаний, что право пользования – это далеко не право собственности. Помогите, пожалуйста.
детскому дому.